в этом парке привлек мемориальный комплекс «Слава. Ночные ведьмы», защищавшие Малгобек с сентября 1942 года по январь 1943. Спортом занимаешься профессионально? Дзюдо там? Боксом? Молодец. А где ты занимаешься здесь? В Солопше. Привет. Как дела? Нет, все равно убегает. В любой момент вообще здесь вот бабушка спит. Я могу погибнуть. Да, может Вот рухнуть. если бы эта кровать стояла вот так, я бы погибла. А сколько вам лет? Мне 72. 72. У вас ни внуков, ни Нет, детей, никого, чтобы помочь. Всем моим подписчикам и зрителям привет, салам. И для тех, кто только подписался на мой YouTube канал, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. На моем канале я рассказываю и показываю не только о том, как можно самостоятельно, а самое главное, недорого куда-то поехать и полететь. Я также рассказываю и знакомлю вас с жизнью людей тех мест, которые я посетил. И сегодня у нас на календаре суббота, а это значит, что я говорю на очень важную, серьезную тему, которая касается Республики Ингушетии и жизни на Северном Кавказе, который пришелся мне по душе. Так вот, во второй раз в своей жизни я посетил город Малгобек, где прогулялся по парку и посетил мемориальный комплекс, где узнал историю города и значение этого города в Великой Отечественной войне. Далее я отправился на курган, там есть высокая точка, где можно сделать хорошие снимки, но мне эти снимки не дала погода сделать, пошел дождь, а может быть и не зря он пошел. Там я познакомился, не доезжая до этой высокой точки, с жительницей Малгобека, с бабушкой, которая также пострадала от войны, правда от другой. От войны, которая была в 90-х годах в Чечне. Она уроженка Чеченской республики и беженка. И вы знаете, бабушка живет в не очень хороших условиях, и мне захотелось рассказать о ее жизни. Тем более сейчас идет священный месяц Рамадан у мусульман. Вдруг кто-то ей сможет из вас помочь. Поэтому никуда не уходите, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои блоги, влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делайте репосты, рекомендуйте друзьям, близким и знакомым. Если хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать». Тем самым вы получите доступ к закрытой информации. За это я вам говорю абсолютно, за любую поддержку, за ваши лайки, комментарии, донаты. И кнопку «Спонсировать». Огромное спасибо, Баркал. Без вас не было бы моего блога. Но сейчас, пожалуйста, оставайтесь со мной, никуда не уходите. Поехали. Малгобек. Город воинской славы, где во время Великой Отечественной войны погибло 120 тысяч советских солдат, которые отстояли эти земли и не дали их в оккупацию фашистам. 5 ноября 2013 года в память о воинах 9-й стрелковой бригады, 223-й и 416-й стрелковых дивизий 44-й армии, сформированных в Азербайджанской ССР и воевавших в 1942-1943 годах в районе Малгобека, в городе была открыта аллея имени президента Азербайджана Гейдара Алиева, которая символизирует дружбу и единство народов России и Азербайджана. Здесь в парке находится также бюст Бересту Алексею Прокофьевичу. Под его руководством с Егоровым и Кантари в Берлине ночью на Рейхстаге 1 мая 1945 года было водружено знамя Победы. И напротив Алексея Прокофьевича стоит также бюст Катиеву Ахмеду Макшариповичу. Вот. Это полковник полиции, секретарь Совета Безопасности Республики Ингушетия. И все это находится в замечательном парке города Малгобека, где любой житель города, а также его гость, к примеру, такой как я, может провести свое время.
Но мой взгляд и внимание приковал именно мемориальный комплекс этого парка. Он очень сделан красиво. Там находится вечный огонь и, самое главное, братская могила всех тех, кто пал во время Великой Отечественной войны. Те, кто защищали Малгобек от фашистской напасти. А это братская могила номер 1, где увековечены защитники Малгобека. У меня есть целый блог, посвященный городу Малгобеку. Как я уже сказал, это город воинской славы, и здесь полегло 120 тысяч человек. По своей национальности Малгобек отстаивали русские, ингуши, чеченцы, армяне, азербайджанцы, грузины, украинцы и многие другие национальности. Я назвал вам самые основные. Азербайджанцы. Кстати, в честь Алиева здесь названа аллея. И здесь вот также установлен вечный огонь, который совсем скоро заработает, я думаю, 9 мая. Потому что парк только-только, мне кажется, доделывают еще до сих пор. Этот памятник павшим героям за Малгобек. Кстати, здесь был Этуш, которого уже нет с нами в этой жизни. Чем-то мне напоминает Владимира Владимировича Путина этот памятник, не знаю почему. Ну, как-то так. Похож. Немножко, если то. Также здесь установлен памятник летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского краснознаменного ордена Суворова полка «Ночные ведьмы», защищавшие Малгобек с сентября 1942 года по январь 1943 год. Кстати, про «Ночные ведьмы» опять же я рассказывал в своем блоге о Малгобеке. Посмотрите на моем канале, либо перейдите по ссылке, которая появится прямо сейчас на ваших экранах. Здесь, в этом парке, не только можно подышать свежим, чистым воздухом и просто прогуляться с семьей, с детьми, но и позаниматься спортом. Вот я за здоровый образ жизни и против лирики и всяких наркотических веществ, чтобы молодежь занималась спортом. Вот здесь есть турники, брусья, лавочки для пресса и целая площадка для футбола, где вот ребята, с которых вы должны брать пример, заниматься спортом. Вот взяли мяч и играют здесь в футбол. Вот. Молодцы. Правда, парниша один босиком решил это делать. Ты каким-нибудь спортом занимаешься профессионально? Дзюдо там? Боксом. Боксом? Занимаюсь. Молодец. А где ты занимаешься здесь? В Сагапши. А, Сагапши. А здесь у вас нету тренажерных залов? Здесь есть, но в Сагапши. Там родственник тренер. Родственник тренер. Ну, молодец. А эту площадку давно построили? Ну, где-то 2020. Год назад. Нравится здесь? Баскетбольная площадка немножко под футбол. На асфальте, конечно, в футбол играть опасно, если упадешь. Вон там, на поле там закрыто было. Да? Ну, хоть где-то все равно. А ты здесь живешь, да? В Малгобеке? Чуть ли в тебя мяч не зарядили. Я выбивал. Да. Ну, передай всем салам. Салам алейкум. Все. А кто по фамилии-то? Зайтиев. Спасибо. Учись хорошо, родители радуй, не разочаровывай. После парка я отправился наверх, где находятся холмы, курганы города Малгобека, чтобы сделать хорошие там снимки, но погода мне этого сделать не дала. Но может быть и к лучшему, потому что там наверху я познакомился
чисто случайно с бабушкой, которая рассказала мне историю, очень печальную, грустную своей жизни. Как я уже не раз говорил, ингуши очень любят заниматься сельским хозяйством и животноводством. И у ингушей всегда много барашков. Здесь вот большие есть и маленькие. Вон совсем недавно родился. Они от меня, правда, убегают. И вон самый главный баран с рогами. Это, наверное, эти овечки. А вот дети. Можно я вас сниму хоть чуть-чуть? Пожалуйста. Привет. Как дела? Нет, все равно убегает. Вот, это здесь стоят пасеки. А значит, здесь есть мед. Вот, наверное. И бабушка здесь местная мне хочет дать интервью и немножко сделать такой экскурс. Вот сейчас она вам сама расскажет о жизни здесь, в Малгобеке. А вот два телка здесь. Один из них не очень доволен. Наверное, скажет, опять Плата приперся снимать, да? Не, он заинтересован, он хочет дать мне интервью, да? Привет! 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 Прям очень интересно. Сейчас еще подойдет. Смотрите, не боится. Привет! Классный. Да? Ты хочешь подписчикам всем привет передать? Посмотри, какой хороший. Идиот, не боится. Ты подружиться со мной решил? Ну иди сюда. Иди сюда. Ну иди сюда. Иди. Я тебе руку протягиваю. Хорошо, что не ногу. Да? Хороший. Хвостом виляет. Нет? Пойдемте. Это Что? вы для чего У снимаете? меня свой канал на ютубе. Вот. Это в интернете. Тоже плюс будет для вас тоже. Будут Да. показывать. Вы мне расскажите о своей жизни, как вас зовут. Хоть о пользе. Мы беженцы из Грозного. А. Я когда оттуда выезжала, и у меня разные носки были. Угу. Сказали 15 минут, и это самое. И вот этот автобус, я не села на это. Я говорю, не суждено мне было умереть. И сразу к Дадаеву заехали, там этих всех расстреляли. Ужас. Это когда война была в 90-х, да? Да, в 96-й началась, а потом еще раз была война. А почему вы не вернулись вновь в Чеченскую Республику? А там ничего Почему нет. там нет программы для вас? Там ничего нет. Мы продали землю, А, продал вы- мой брат. Угу. Вы теперь А живете если здесь. продал, уже ничего нет. Надо было и это сделать, и то сделать. Ничего не сделали. Как-то вас государство, республика, местная власть поддерживает? Ничего не поддерживает. Пенсию получаю 2600. 2600. 2600 рублей. 2600 я отдаю за свое лекарство. Минерин от несахарного А у вас диабета. дети, внуки есть? Нету. Это вам дали такие, получается, как дома на барак похож. Завтра выселят. Я говорю, мы здесь, Вас выселять хотят? мы здесь можем погибнуть. Смотри, Здание в аварийном состоянии, да. что Вот. делается. Параллельно вот с такими дырками в потолке рядом ласточкины гнезда. Я говорю, Такой сколько символ. раз мне писали, чтобы нам крышку заменили. Никто ничего не делает. Не надо снимать. Не Да, снимай. ладно, я уже снял. Друзья, это вот так вот живут беженцы Вот здесь Чеченской я сплю. Республики. Вот здесь я сплю. А вот это посмотрите, что. Ужас, Это посмотрите. ужас. И никто вам помочь не хочет. Никто не хочет. Говорят, этот убежал куда-то, кто дом строил. Так. По сегодняшний день этот дом строится. А оказывается, там одна квартира наша, а остальные они продают. Они продают эту квартиру и деньги. То есть должна была состояться программа Да. по расселению беженцев вот в эти дома. Так вот, я помню, был в селе Плиево, там тоже живут беженцы из Чечни, которые пострадали во времена той войны 90-х. Друзья, ну это просто не то, что грустная, а трагичная история. Посмотрите, дырка в потолке закрыта картоном. Вот. В любой момент вообще
здесь вот бабушка Я спит. могу погибнуть. Да, может Вот рухнуть. если бы эта кровать стояла вот так, я бы погибла. А сколько вам лет? Мне 72. 72. У вас ни внуков, Нету ни детей, никого. никого, чтобы помочь. То есть вся надежда на государство и на местную власть. Да. А вот сейчас бы я бы обратился, потому что меня смотрят, к местной власти. Посмотрите, в каком состоянии живет бабушка. Ну, у вас не должны так жить женщины в возрасте. Помогите, пожалуйста. Это в городе Малгобеке находится. Какая улица у вас здесь? Хитагурова, 12, квартира. Хитагурова. Хитагурова. Да, 12. Квартира 8. То есть вы выживаете, я так понимаю, на 2600 рублей в месяц. На сельском хозяйстве у вас... Это Минерин. Минерин. Что такое? Лекарство А, мое. да. Минерин. А помимо этого и от давления надо, и от гриппа надо. Все же это. А у вас, получается, еще коммунальные услуги берут с вас деньги? Нет. Не берут. Ну, хоть тут. Сейчас А, не знаю. подождите, вот а как вы отапливаетесь зимой? Вот сейчас... Вот. То есть вы зимой, когда минус, допустим, 15, снег пошел. Вот это включается. Вот там обогреватель, видите? Ага. И он полностью Он отапливает. И эту А я комнату. думал, вы только печкой. Фу, Нет, и слава эту богу. комнату, а и то- эту комнату. Тут так замерзли. А вот эти коровы, телки, это ваши? Это наши. Ваши, Ага. да. У меня 2 брата, Ага. и мы... А, то есть братья у вас есть? Есть. Они братья. родные вам? Родные. А сколько им лет? Тоже старенькие. Старенькие. А семьи? Нет, тоже нет? Нет, у Ничего не одного ст- семью война забрала. Война забрала? Я забрала. И брат у меня пропал один. До сих пор так и не нашелся, без вести, да? Да, та война в И Чечне, в Ингушетии. Я говорю, он такой был умный, грамотный, закончил институт. Старший брат закончил Ленинградский политехнический институт. Я говорю, как мы жили? У нас было 3 комнаты с одной стороны, 3 комнаты. Мы жили в раю. Мы даже не знали. А брат сейчас всегда говорит, оказывается, так тоже можно жить. Воды нету уже неделя. Неделя воды нету. Вот мы набираем вот эти вот. Баклажки. Вы видели там фляжки? Да, А в скотине много же воды. да, конечно. На самом деле в республике Ингушетия очень большая проблема с водой. Вот в Карабулаке, Вы знаете, что? в Карабулаке 2 дня не было воды. Сегодня пошел 30 тысяч, отдал тебе пенсию, делают на высоком уровне. Понимаете? Вот это тяжело. Вот это очень тяжело. Да, такая жизнь, конечно, я не ожидал. Бог как-то послал меня к вам сюда. Чисто поехал снимать сверху виды на город Малгобек, а тут увидел этот дом, попросил меня здесь остановить, и здесь вы появились. Дай Бог, может быть, вас увидят, Да, услышат да, и помогут. Да, думаю, что Удачи все вам. получится, да, спасибо. Вот мне бабушка рассказывает, что по молодости она работала в ателье в Грозном. 30 лет проработала, и в итоге нет ни пенсии нормальной. Пенсия нормальная. А, нормальная у вас? Все-таки нормально. 18 тысяч. 18 тысяч. Ну, слава богу, хоть, да, слава Аллаху, что у вас так. Обман нехорошее дело. Да. Я думал, что у вас вообще пенсии нет. Я сейчас шел, задумался, как так, на 2600 рублей здесь жить. Ну, хотя бы так вас поддерживает. Но в таком доме жить нельзя вам. Вы что, не дай бог. Я тебе говорю, в любое время оборвется и все. И Да. никто отвечать не будет. Ну да. Такое ощущение, что я попал в Советский Союз на 70 лет назад, когда, вы знаете, вот Вторая Великая Отечественная война была. Очень похоже все. Прям как в фильмах вот этих исторических. Я же говорю, в Малгобеке можно снимать фильмы без декораций. Приезжать и снимать. И тратиться на декорации, на бюджет фильма Удачи вам. не нужно. Вам спасибо огромное. Огромное вам спасибо, что вы есть. Да, я... Хоть что-то, где-то какая-то зацепка все равно будет. Я думаю, что обратят внимание Да. мои подписчики, мои зрители, а смотрят меня большая аудитория. Вот. Ну, да, ваш дом находится в грустном состоянии, а не подскажете, сколько семей в этом доме живет вот так, как вы? Люди живут просто приезжие, без документов, без ничего. Вот здесь живут, вот здесь живут. 2 семьи, и там бабка живет 1, 3, и еще там Тимиевы живут 4. 5 семей здесь. Все из Чечни.
Нет, нет. Не все. Нет, нет, А только ингуши. монастырские. А еще ингуши есть? Это из Ингушетии. Правда? Так еще и ингуши живут. Слушайте, грустно прям все. Там живут. Силия. Как их называют? А, Силии. Сили? Это что такое? Нации. А, нация, не знаю. Не знаешь. М. Он просидел, его жена наркотики возила. Мы сколько здесь живем, вот она приезжает с девочкой. Абсолютно мы ничего не знали. Он что сделал? Взял этого парня, на куски разрубил, Дал- с печкой сжег. Правда? Ужас. Ну как здесь можно? Это в каком году было? Вот недавно. Вы, Недавно? наверное, слышали. Я не слышал о таком, от ингушей. Ну, страшную вещи рассказываете. Тут, Это страшно. да. Как это тут? страшно. А вот этот Руслан, он что-то с мальчиком, то ли кирпич собирал, он говорит, сынок, что-то запах нехороший такой. Пошли, говорит, отсюда. И на второй день приехали. Полиция? Вот надо же разрубить его и сжечь в печке. Это люди, это не люди. Не люди, конечно. Я говорю, если бы я сюда не приехала, я бы не знала. У меня русские были, евреи были, армяне были. У меня были все А где были? в бригаде. А, в бригаде, где вы работали. Не знаю, я... Ну, дай бог, что все наладилось. Дай бог, дай бог. Да, Удачи я вам. надеюсь, да, Давай. что у вас все получится. Спасибо вам большое. Удачи вам. Вот по сей день люди живут в ветхом жилье. И если верить этой бабушке, оказывается, была программа по расселению беженцев, которая, как всегда, не сработала. Потому что могли вновь не туда уйти средства. Ну, это, конечно, ужас. Просто ужас, без слов. Мне кажется, даже скотина в таких домах не живет. Вот. Кисы, я смотрю, вам только здесь по кайфу. Абсолютно прогнивший пол практически. Лестница. Потолок, который сыплется. Я говорю, только ласточкины гнезда здесь радуют. И все. Вместо стеклянных окон, здесь мешок. Мешком все забито. Да, это страшно. Ну хотя бы уточкам здесь хорошо. И то, слава богу. Не убегайте от меня, я хочу вас поснимать чуть-чуть. Ну вот люди выживают за счет разведения уток, кур, коров, баранов. Да, конечно, сарай тоже нужно почистить. Грязновато. Вот такая вот она, настоящая жизнь. Вы думали. Не все так хорошо, как кажется. На мой взгляд, городу Малгобеку должны были присудить звание города-героя, потому что там полегло 120 тысяч человек. Среди них русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, ингуши, чеченцы. Все эти люди воевали за наше с вами будущее. И за эту битву абсолютно нигде не написано, ни в одном учебнике истории. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 120 тысяч человек. Например, во Владикавказе погибло 6 тысяч человек. Это тоже город воинской славы. В Грозном также тоже город воинской славы. А в Малгобеке 120 тысяч. О чем речь? И не дали ни жители Малгобека, ни Красная Армия, ни один солдат этот город фашистам в оккупацию. И, конечно же, хочется закончить на хорошей ноте, но не получится, потому что мне очень жалко эту бабушку, и мне безумно хочется, чтобы она улыбалась, и чтобы все было у нее хорошо, и решился вопрос с этим жильем. На самом деле, мы живем в великой и большой стране, где наш народ
российский не должен так жить, потому что у нас есть свои природные ресурсы, у нас есть леса, у нас есть все возможности для этого, но также у нас есть коррупция, которая все просто перечеркивает и ставит крест на нормальной жизни россиян. Надеюсь, что с Божьей помощью все в нашей стране может измениться. Ну а вам спасибо большое за просмотр. Поставьте лайк этому видео, чтобы оно поднялось наверх и его увидело как много больше людей. Берегите себя и самое главное, я это все узнал из своего путешествия по Ингушетии в город Малгобек. Поэтому не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Но с вами я не прощаюсь, я говорю до встречи. И с понедельника мы с вами отправляемся в Египет через Стамбул. Не пропустите мои блоги.